области, республики, там, края, да, он может иметь свою газету, но в таком случае, если ее население, по-моему, свыше миллиона. Может, я ошибаюсь, может, 100 тысяч, но, по крайней мере, Сыктывкар в любом случае не тянул. Вот. Поэтому в Сыктывкаре не было своей газеты. Считалось, что вот Красное Знамя, ЮГТУ, и они как бы рассказывают и о Сыктывкаре тоже. А все города и районы свои газеты уже имели. Поэтому власти думали, а что такое делать? И в годы перестройки пришла в голову мысль, оказывается, Совета правили, есть исключение. Это не было в законе закреплено, потому что закона печати вообще не существовало к тому времени. Первый закон о средствах массовой информации появился в 90-м году, а в советское время не было. Вот. То есть годы перестройки, поздней перестройки. И вот выяснилось, что, оказывается, есть одно исключение, что такого рода города и могут издавать вечерние газеты. Вечерняя газета — это вот человек возвращается с работы, вынимает с почтового ящика вечернюю газету и в качестве отдыха читает какую-то такую развлекательную информацию. Их называли городскими сплетниками или сплетницами. Там чуть о культуре, интервью со звездами или еще что-то такое. И тогда сказали, вот будем издавать газету «Вечерний Сыктывкар». Это был орган горкома партии и, значит, горисполкома и Совета Сыктывкара. Кстати, выходил он не вечером, это вообще мало, так сказать, не играло роли, его просто назвали так и все. Но там возглавил его Геннадий Невский, он до этого времени был главным редактором печорской газеты «Ленинец», сейчас она называется «Печорское время». Ну, он был, как бы, опыт имел городских газет, но, правда, проработал меньше года, потом что-то ушел. Но когда он ушел, как раз произошла очень интересная вещь. В это время прошли первые выборы демократического характера, значит, и в Государственный совет, и Совет города. И Совет города, примерно половина депутатов, там 150 человек было, вот половина из них была очень революционно настроена. Продемократически так очень. И они выдумали такую идею, а давайте эту газету вообще отберем от горкома партии и сделаем это чисто нашей. И проголосовали, в том числе и консервативно настроены, все были за, да, и замечательно. И главным редактором поставили члена «Демократической России» Виталия Шахова, который, кстати, не был журналистом, вообще не имел никакого отношения к журналистике. Но ее папа зато был известный писатель Петр Шахов, да, вот, по крайней мере, он, вот. И туда пришло часть журналистов. Я могу сказать, что я, кстати, был тоже среди них, и мы вообще были такие очень безбашенные. Вот, мы писали, с одной стороны, бывали очень интересные материалы, например, серьезные депутатские журналистские расследования проводили. Например, вы помните 90-й год, это эпоха тотального дефицита, ничего в магазинах нет, даже еды. Например, вот проводили «Куда делись пряники?». Ну, вот действительно, куда делись пряники? Вот ликероводочный завод выпускает пряники, а в магазинах нет. Проводили исследования, все это, например, куда делись яйца. Тоже есть птицефабрика, яиц нету, куда-то они пропали. Вот, каждый раз выяснял, что вся проблема в том, что у нас не рыночная экономика. Потому что пряников нет, потому что исчезли печенье, а люди просто стали заменять их пряниками. Вот, и из-за этого, так сказать, такой дефицит. Ну, вот. Но в то же время, например, там печатались детская, садистская поэзия, там еще что-нибудь. Вот. Партийным организациям не нравилось, даже не то, что детская, садистская поэзия, а вообще не нравилось, что мы тут там критикуем всех, кого попало, кого, так сказать, это самое. Но единственное, что они могли сделать, человек, который был какой-то при Невском, был зам главный редактор, некто Иванов, он был такой убежденный коммунист, он написал, значит, в «Красном знамени» фельетон «Вот дают вечерки». Ну, кстати, как раз коснулся фельетона, немножко отвлекусь, скажу, что фельетоны вообще был такой любимый жанр, и «Красное знамя» вообще публиковало постоянно фельетоны на какие-то темы. Там был такой, подписывался Сысолов и Чегодин. Да, но это на самом деле Анатолий Смирнов, который, кстати, должен был возглавить «Вечерний Сыктывкар», но вот как-то, когда все эта перетурбация произошла, то стал Виталий Шахов. Анатолий Смирнов так и не пришел, но сейчас давно уже его нет живых, он где-то в начале 90-х, по-моему, ушел из жизни. Вот.
Судьба, значит, вечернего Сыктывкара, к сожалению, так сказать, не самым лучшим образом. Недолго газета просуществовала, потому что журналисты разошлись кто куда, одних расхватали другие издания, кто-то, так сказать, вообще ушел из журналистики, Шахов покинул, стали меняться главные редактора, интерес к газете пропал. Когда вот она такая безбашенная, ее почему-то с удовольствием читали, потому что это было такое время, все было интересно. И в конце концов газета умерла. Через несколько лет она возродилась под названием «Панорама столицы», выходит и сейчас, но она все-таки какая-то очень официозная. Это совсем не то, что был вечерний Сыктывкар такой. Но, конечно, главный брешь, который был пробит еще в советское время, в годы перестройки, это газета «Молодежь Севера». Вообще «Молодежь Севера» предполагалось так, что когда приезжает молодой журналист, выпускник журфака, это, как правило, Уральского университета и Ленинградского университета обычно, то первым делом направляли в «Молодежь Севера». И это было для него, как бы, когда он наберется опыта, его потом брали в Красное Знамя. Вот. Но, понимаете, в 90-е годы, то есть начало, конец 80-х, 90-й год, это же время перемен, это ветер дует. А вспомните песню Цоя. Перемен, мы все хотим перемен. А кто поет? Молодежь. Молодежь, она больше подхватывает перемены, она, так сказать, лучше их чувствует. Чем старше человек становится, тем меньше хочется перемен. По себе знаю. Ну вот. А «Молодежь Севера» были молодые журналисты, причем очень талантливые. Например, Игорь Иванов впоследствии возглавил газету «Вера Эскон», да, первую православную газету. Вот. Андрей Расторгуев, поэт. Аня «Дым Отечества», Сивкова. Аня Сивкова, да. Писал очень исторические материалы интересные там. Ну, конечно, тон задавал человек, который тогда занимал должность ответственного секретаря, а последовательно стал главным редактором, это Евгений Хлыбов. Вот. И газета стала довольно жестко критиковать уже и промышленные генералы, например, там ЛПК почему-то, сказать, там как загрязняет, там еще. Писали о митингах, которые проходили первые. Это сейчас, может быть, так уже что-то такое привычное, а тогда Игорь Сажин сам помнит, как он первый митинг провел. Кстати, «Молодежь Севера» писала во что? Писала, штамповку сделала. Да. Взяв из Красного Знамени, там чистая штамповка. Да. 3 газеты писали, все 3 одно и то же писали. Да. Но, в принципе, я скажу, другие уже были, вот, последствия, так сказать, уже писали по-своему. Вот. Писали, как мемориал зарождался, писали, так сказать, когда приезжал академик Сахаров, Андрей Расторгуев, например, разместил на развороте, вот, написал полностью вот все, что он говорил здесь, с чем выступал. Обкому партии это очень не нравилось. И старались, так сказать, как-то наезжать, но в обкоме, это же газета была обкома комсомола, а в обкоме комсомола секретарь по идеологии, это была Ольга Викторовна Савасьянова, которая сейчас депутат Госдумы, она заступалась как могла. Поэтому как-то старалась прикрыть, вот. И поэтому популярность газеты «Молодежь Севера» стала расти, она стала обгонять Красное Знамя по популярности. Вот. И вот наступил рубеж, очень важный, 19 августа 1991 года, которые газеты, сыктывкарские газеты восприняли по-разному. 2 газеты, «Вечерний Сыктывкар» и «Молодежь Севера», с самого начала, с первых часов. Это, помните, 19 августа 1991 года. Это когда вся страна вдруг проснулась, включила телевизор, увидела Лебединое озеро, и им сообщили, что Горбачев отстранен от власти, власть перешла в руки некого ГКЧП. Уже с первых часов обе газеты выступили против ГКЧП. В 12 часов дня в редакции «Вечернего Сыктывкара» собрались все демократы, которые находились в это время в городе. Не все находились в городе. Игорь Сажин, по-моему, куда-то уехал, да? Не было. Да, не было. Михаил, ну, это было время отпускное, понимаете? Но все, кто были, все пришли туда. И именно в редакции газеты «Вечерний Сыктывкар» было принято решение, что мы должны собрать митинг, мы должны провести демонстрацию против ГКЧП. Вот. И, кстати, это все было организовано. А «Молодежь Севера» пошла по другому пути, кстати, более правильно с точки зрения журналистики. Они стали выпускать ежедневные информационные бюллетени под своей шапкой. Газета выходила раз в неделю, а стали выпускать каждый день, где рассказывали, что происходило в стране. Потому что люди
Ведь не знали, телевизор молчал, понимаете. Можно было только, вот мы созванивались там, узнавали, что от москвичей узнавали, слушали голоса там и так далее. Вот. И шли на расхваты. Во время митингов раздавались, везде раздавались вот такое. Вот. Красное знамя, там мнения у журналистов разделились. 19 августа или 20 вышло, значит, со всеми призывами ГКЧП и восторженными отзывами людей, там, особенно партийных работников, что давно пора, все правильно там, и так далее. А 22 августа были опубликованы уже наоборот указы Ельцина там, о том, что это незаконно. Хотя 22 это уже было время, когда ГКЧП уже потерпела поражение, но это готовилось заранее. 22, кстати, газета «За коммунизм», Сыктывдинская, да, она 22 августа опубликовала призывы ГКЧП. Вот. Да, а там, видите, мнения разделились. Вот. Но с этого времени пали все идеологические эти самые, это наступила совершенно другая эпоха, и вообще наступило золотое время для журналистики. Даже она наступила раньше, я бы сказал, что вообще золотое время журналистики. И Коми, и Сыктывкара, это вот конец 80-х и 90-е годы. Кстати, газеты стали расти прямо вот как грибы после демократического дождя. Появились там елога для подростков на каком языке, да? Появилась чуть позже «Твоя параллель» там, для молодежи. Потому что молодежь Севера, я расскажу, она не стала молодежью. Да.